Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом и не только расскажем по порядку. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 58 копеек, за евро 70 рублей 43 копейки. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 63 рубля 62 копейки. Продает Россельхозбанк за 64 рубля 13 копеек. По евро в покупке лидирует Восточный банк 70 рублей 48 копеек. Продает выгоднее всего Россельхозбанк за 70 рублей 85 копеек. Минстрой России предложил ремонтировать ветхое жилье за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Эту инициативу планируется обсудить сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме. Ведомство предложило ремонтировать за счет граждан дома с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. В Минстрое не исключили, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов. Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Напомним, что президент Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда. А вот Счетная палата заявила о бесполезности программы капремонта. Реализация региональных программ капремонта многоквартирных домов пока себя не оправдала. Состояние жилого фонда не улучшается, сообщается в отчете Счетной палаты. Среди причин недостаточный взнос и плохое управление. Результаты проведенного Счетной палаты анализа говорят о том, что региональные программы капремонта, реализация которых идет с 2014 года, пока со своими задачами не справляются. Согласно данным Росстата и Минстроя, объем жилого фонда, имеющего износ от 66% до 70% и выше, не только не сокращается, а даже имеет тенденцию к увеличению. Правительство страны рассмотрит распределение субсидий на рождение третьего ребенка. Изменения предлагается внести в бюджет на 2019 год и на плановый период до 2021 года. В связи с уточнением численности нуждающихся в поддержке семей, получателей выплаты проектом предлагается сократить объемы субсидий 17 субъектам России. Отмечается, что эти средства планируется распределить на увеличение субсидий другим субъектам страны в связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты. Среди регионов, которым предлагается увеличить субсидии, Челябинская, Свердловская, Иркутская области, Башкирия и другие. Возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей может быть увеличен с 35 до 40 лет. С такой инициативой выступил Минстрой. При этом возраст вступления в брак неуклонно растет в последние годы. В частности, по данным Росстата, за последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет. На сегодняшний момент у нас более 3000 семей в этой программе, а вообще объем тех наших молодых жителей, которые рассчитывают на эту меру поддержку, более 7000. Поэтому, безусловно, конечно, это огромный шаг на пути того, чтобы молодые наши семьи получали возможность комфортных условий для проживания. Счетная палата России опубликовала оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2019 года и раскрыла траты регионов. Более подробно расскажет моя коллега Нургуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нургуяна, на что регионы тратят больше всего денег? Кристина, лидирующую позицию занимает образование. По данным Счетной палаты, на него приходится 26% федерального бюджета. Это свыше 2 триллионов рублей. На втором месте социальная политика, на третьем национальная экономика. Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24 в студии Нургуяна Иванова. Российские власти направили из резервного фонда правительства в 2019 году регионам Сибири и Дальнего Востока порядка 22 миллиардов 200 миллионов рублей на тушение лесных пожаров и поддержку пострадавших от паводков и пожаров граждан. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2019 года. Средства были направлены в бюджеты Иркутской, Амурской, Еврейской,
Удмуртской автономной областей, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев Республики Саха-Якутия. Деньги были направлены на тушение лесных пожаров, предоставление мер поддержки гражданам, которые пострадали во время паводков и природных пожаров, на обеспечение их новым жильем, а также на компенсацию ущерба аграриям. Якутия провела сбор заявок покупателей на приобретение облигаций 2019 года в объеме 5 миллиардов рублей. Генеральным агентом выступил Московский кредитный банк, организаторами БК «Регион» и Сбербанк КИП. Отметим, что новый выпуск облигаций республики впервые стал доступен на первичном рынке частным инвесторам через мобильное приложение «Эволюция». Срок обращения займа 7 лет, номинал одной облигации – 1000 рублей. По облигациям будут выплачиваться ежеквартальные купоны. Компания «Газпром Экспорт» произвела первую поставку российского сжиженного природного газа в Монголию. Груз был отгружен в специальных криоконтейнерах в Якутске в конце октября. Объем партии составил 36 тонн сжиженного природного газа, что эквивалентно 50 тысячам кубических метров природного газа. Газ будет использован в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в Улан-Баторе. Всего в 2020 году ориентированный спрос на газ в Монголии может составить 8 тысяч тонн. Золотодобывающая компания «Полюс» выручила свыше 2 миллионов 700 долларов за 9 месяцев. Компания объясняет это сезонным увеличением выпуска афинированного золота на рассыпных месторождениях в третьем квартале, а также ростом производства на Куранахе, Наталке и Вернинском. Чистая прибыль «Полюса» за 3 квартала текущего года выросла в 2,5 раза в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Всего за 9 месяцев компания произвела более 2000 унций золота, увеличив производство более чем на 13%. По итогам текущего года «Полюс» планирует получить 2 миллиона 800 тысяч унций драгметалла. Что касается «Полюса Алдан», то компания с начала года добыла 6 тонн золота. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 10,5%. Значительное ускорение связывают с планомерной работой по увеличению производительности и расширению перспектив предприятия, считает в региональном Минпроме. Компания «Алроса» за год работы на Верхнемунском месторождении в республике добыла почти 1 миллион 400 тысяч карат алмазов, включая несколько уникальных камней ювелирного качества. Напомним, что компания начала промышленную добычу алмазов на Верхнемуне в конце октября прошлого года. Объем добычи руды с начала отработки карьера составил 3 миллиона 200 тысяч тонн. Специальную печь для предварительной термической обработки золотосодержащей руды строят на участке месторождения Самолазовское в Якутии. К строительству уникального промышленного объекта здесь приступили в конце июля. На заранее выбранной площадке начали заливать фундаменты. Печь представляет собой барабан по типу тех, которые используются для получения клинкера при производстве цемента. В настоящее время печь смонтирована на опоры, отцентрована и выставлена в осях. Сейчас ведутся подготовительные работы по монтажу холодильной установки. Она нужна для охлаждения руды после обжига. Срок пробного запуска печи планируется на конец марта 2020 года. Это были все новости экономики к этому часу. Кристина? Юргуяна, спасибо. Мы продолжаем. Сильнейшие алданские профессионалы выйдут на мировой уровень, а профессионализм они измеряют в международном интеллектуально-практическом чемпионате WorldSkills, проходящем на базе Алданского политехникума. В аудиториях сейчас работает наша съемочная группа, и на прямой связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, приветствую. Расскажи, как проходят испытания. Кристина, доброго дня. В Алдане стартовал районный этап профессионального чемпионата WorldSkills. В поединках сошлись студенты и молодые специалисты. Сборка и разборка двигателя, диагностика автомобиля, нахождение и устранение неисправностей – таковы задания в компетенции техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Задачи высшей сложности также стоят перед участниками в компетенциях сварочное производство и электротехника. В этот раз к трем направлениям, ставшим традиционными, добавились еще 2 – геодезия и лабораторный химический анализ. До начала соревнований нам удалось поговорить с Ивановой Лилией Михайловной, директором Алданского политехникума.
В этом году отличительной особенностью является то, что впервые мы запустили 2 новые компетенции. Это геодезия. Хотя мы не первый год участвуем в республиканских отборочных чемпионатах, но во внутритехникумовском и районном форматах мы запускаем его впервые. Ну и вторая компетенция, совершенно новая для нас и для всей республики, это компетенция лабораторный химический анализ. В возрастной линейке молодые профессионалы и в возрастной линейке юниоры. Нужно сказать, что оборудование, лаборатории, всю составляющую мы приобретали за счет комплексной программы, комплексной модернизации материально-технической базы нашего техникума еще в 2018 году. И в этом году планируем аккредитировать специализированный центр компетенций по данному направлению. А вот какие эмоции охватывают участников. Задания, казалось бы, знакомые, однако выполнять их на чемпионате намного сложнее, считает Карина Филипчук. Карина, как оцениваешь задание? Ну, средней сложности, но не всегда легко. Трудновато, правда. Волнуешься? Ужасно волнуюсь. Из-за волнения сложно делать задания. Эксперты ходят, наблюдают, вплоть до того, что ты идешь, вроде всю посуду взял, а тут видишь и забыл самое главное. Спасибо, Карина, и удачи тебе. Оценочных критериев в чемпионате множество. В каждой компетенции экспертным комиссиям, в которые входят преподаватели и сотрудники предприятий, предстоит определить самых перспективных. А победители районного тура примут участие в региональном этапе состязаний WorldSkills. Кристина. Татьяна, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Татьяна Вахнина. Мы продолжаем. Остров грузовой барки, застрявший на отмеле выше по течению от Ниагарского водопада и более 100 лет, пролежавший на одном месте, впервые сдвинулся и переместился примерно на 50 метров, рассказывает Артем Сторонов. Этот остров грузовой барки за долгие годы стал достопримечательностью канадского города Ниагара-Фоллс. Он появился здесь 6 августа 1918 года. Судно занималось добычей песка на реке Ниагара, но во время транспортировки к берегу утянувшего его буксира лопнул трос. Бурные воды понесли барку прямиком к Ниагарскому водопаду. К счастью, вскоре она застряла на отмеле. На борту находились 2 человека, и местные спасатели провели уникальную по тем временам 17-часовую операцию, чтобы вернуть их на берег. Более 100 лет этот остров лежал как влитой на отмеле примерно в 750 метрах от Ниагарского водопада, постепенно разрушаемый течением реки. Но 1 ноября с утра, после мощной грозы с ливнем и сильным ветром, жители Ниагара-Фоллс не увидели его на привычном месте. Эта барка лежала здесь с 1918-го, но похоже, что вчера ночью в Хэллоуин она сдвинулась. По замерам специалистов, остров приблизился примерно на 50 метров к краю водопада и перевернулся на бок. Сейчас он опять неподвижен, но как долго это продлится, неизвестно. Теперь местные жители гадают, унесет все-таки барку в Ниагарский водопад или нет. Британские инженеры разработали мобильное приложение, позволяющее людям покупать полезные продукты и избегать вредных. Оно основано на анализе ДНК потребителей и работает избирательно. То есть покупатель возьмет с полки супермаркета то, что подходит именно ему. Сергей Берец с подробностями. Отправляясь в магазин за продуктами, сделайте анализ ДНК, советуют разработчики мобильного приложения, основанного на индивидуальных биологических и физиологических особенностях человека. Приложение называется DNA Nudge. Его можно либо скачать на смартфон, либо приобрести браслет с уже установленной на нем программой. DNA – это в переводе ДНК. Nudge – легкий толчок, деликатное побуждение. То есть гаджет, в который загружено приложение, подталкивает потребителя именно к тем товарам, которые ему полезны, и оберегает от вредных.
Автор идеи и создатель стартапа доктор Крис Томазо, инженер-электронщик и специалист по медицинским технологиям, показывает, как это работает. Поднесите браслет или смартфон к упаковке и в зависимости от сигнала зеленого или красного смело берите товар, либо оставьте его на полке. Мы не говорим людям «не ешьте печенье», а ешьте виноград. Пусть они едят печенье, но только хорошее, соответствующее их ДНК и образу жизни. Толчком для ученого стала трагедия его сына, который в возрасте 8 лет лишился почек из-за генетических мутаций. Этого нельзя было предотвратить, но знание проблемы позволило бы облегчить участь ребенка. У меня ген гипертензии, поэтому мне противопоказана соль. Как выяснилось, ее меньше в соленом арахисе, чем в жареном. Я очень люблю орешки и благодаря приложению за год не пропускаю в организм 2 килограмма соли, даже не задумываясь об этом. Как говорит сооснователь и научный руководитель компании DNA Nudge, доктор Мария Карвелла, пользователь является единственным обладателем данных. Фирма не хранит генетическую информацию, а только результаты тестов, которые ответят на вопрос, годится ли мне этот пакетик чипсов. Первый магазин, где можно сделать анализ ДНК и купить браслет с приложением, компания открыла в стильном лондонском квартале Ковент-Гарден. На очереди еще 2 точки в деловом районе Кенри-Уорф, а также в универмаге Джон Льюис, расположенном в Уайт-Сити. Детеныш жирафа Ротшильда, появившийся на свет менее 2 недель назад в зоопарке чешского города Либерец, в среду впервые предстал перед посетителями зверинца. Детеныш жирафа Ротшильда, самого редкого подвида этих животных, появился на свет в зоопарке города Либерец на севере Чехии 25 октября. В среду он впервые предстал перед посетителями зверинца. Жирафенок-самец, несмотря на юный возраст, уже весит около 60 килограммов и имеет высоту 1 метр 90 сантиметров. Его мать, как говорят смотрители, тоже родилась в этом зоопарке. Это очень важное для нас событие, поскольку и детеныш, и мать оба появились на свет здесь, а значит, они являются продолжением рода, начавшегося еще в 1985 году. Мы надеемся, что когда жирафенок вырастет и станет независим от матери, он переедет в какой-нибудь другой зоопарк. По данным на 2016 год, в дикой природе оставалось менее 2000 особей жирафов Ротшильда. Все они живут в заповедниках Кении и Уганды. Этот подвид отличается от других более светлой окраской узора, отсутствием его на нижней части конечностей, из-за чего создается впечатление, что животные носят белые гетры. 5, а не 2 рожками на голове, а также высотой. Самцы могут достигать почти 6 метров роста. В прокат выходит романтическая комедия «Last Christmas». Фильм вдохновлен творчеством Джорджа Майкла и был одобрен им незадолго до смерти. В картине использовали в общей сложности 15 его песен. Одна из них до этого не издавалась, рассказывает Роман Чуриков. 35 лет назад Джордж Майкл написал песню, которая стала классикой. На это Рождество выходит фильм, вдохновленный его музыкой. С этих слов начинается пресс-релиз и трейлер к романтической комедии «Last Christmas», которая вот-вот выйдет на экраны. Картина повествует об одинокой актрисе, которая работает эльфом в магазине новогодних украшений, но мечтающей о личном счастье и карьере на большой сцене. Но в данном случае сюжет не так важен. Главное в фильме — музыка. Это 12 композиций Джорджа Майкла и 3 хита группы Wham. Причем певец незадолго до смерти успел благословить создание ленты и даже одобрил один из ранних сценариев, говорит продюсер Дэвид Ливинстон. Эмма Томпсон встретилась с ним, и он был заинтригован. Ведь тогда у нас не было намерения снять его историю. Это должен был быть фильм по мотивам песни. Но в итоге получилось, что картина вдохновлена всей сочиненной им музыкой. А тогда помню, что Эмма вышла ко мне и сказала: «Кажется, он настроен позитивно. Он хочет создать нечто, чего люди не ожидают. Он хотел, чтобы Last Christmas стал не обычной романтической комедией, а чем-то более смелым. И думаю, у Эммы это получилось».
Оскароносная Эмма Томпсон не только сыграла в фильме, но и написала сценарий, попутно став сопродюсером картины. Ну а роль главной героини досталась звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк, более известной широкой аудитории как мать драконов Дейенерис Таргариен. Мы послали ей сценарий, и она сразу нашла себя в нем. Мне кажется, она хотела сняться в отличной романтической комедии. Она любила Джорджа Майкла и нашла в этом фильме параллели со своей жизнью. В какой-то момент по ходу повествования один из героев серьезно заболевает, и это очень похоже на то, с чем сталкивалась сама Эмилия. Но главный сюрприз создатели Last Christmas приберегли напоследок. В финале фильма играет новая песня Джорджа Майкла под названием «This is How». Певец записал ее незадолго до смерти, во время одной из самых последних сессий звукозаписи в студии. Мы понятия не имели, что она существует. И чтобы вы понимали, это не тот случай, когда откапывают в архивах песню, которую не выпустили, потому что она была недостаточно хороша. Нет, Джордж собирался с ней что-нибудь сделать, но не успел. Теперь она нашла свое место. Все сошлось идеально. По моим ощущениям, это именно та песня, которая должна была бы быть написана для этой сцены. В Европе Last Christmas выйдет на большие экраны уже на этой неделе, в США — на следующей, а россиянам придется подождать. Премьера назначена на 5 декабря. В российском прокате фильм будет называться «Рождество на двоих». Вот только у Джорджа Майкла нет песен с таким названием. Это были мировые новости на Якутии 24. Перейдем к чрезвычайным происшествиям. В Якутске инспектор ПДН выявил очередного бутлегера. Развозчик алкоголя попался, когда осуществлял продажу спиртного несовершеннолетнему. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, как полицейский вышел на преступника? Совершенно случайно. Инспектор осуществлял обход территории и увидел, что из машины несовершеннолетнему передают какой-то подозрительный пакет. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Инспектор по делам несовершеннолетних из Якутска выявил бутлегера, продававшего алкоголь несовершеннолетнему. Во время обхода подопечных полицейский обратил внимание, как к одному из домов по улице Автодорожной подъехал автомобиль. В ходе наблюдения он увидел, как водитель что-то передает вышедшему из подъезда подростку. При проверке подозрения инспектора подтвердились. Водитель оказался бутлегером, который реализовывал алкоголь несовершеннолетнему. В отношении 38-летнего водителя составлен административный протокол за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Теперь бутлегеру грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Весь обнаруженный в салоне автомобиля алкоголь в объеме 10,5 литров был изъят. В отношении совершеннолетнего и его родителей также будут приняты профилактические меры. Следователи Нюрбинского следкома завершили расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Сунтарского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 7 апреля 2019 года в ночное время обвиняемый вместе со своими друзьями распивал спиртные напитки в квартире одного из них. В ходе застолья между обвиняемым и гостем произошла ссора, после чего для выяснения отношений они вышли во двор. Находясь во дворе, злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего, после чего злоумышленник и хозяин квартиры завели потерпевшего в дом, где обвиняемый продолжил избиение при помощи металлического черенка и деревянной скамьи. После полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан и по ходатайству следствия и по решению суда заключен под домашний арест. В ходе предварительного расследования он свою вину не признал. В рамках расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы и получены доказательства виновности обвиняемого. А в Черопчинском районе на скамью подсудимых оказался владелец кафе быстрого питания, которого судили по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание людей». Установлено, что 25-летний житель села Черопча в мае 2019 года в принадлежащем ему кафе в нарушении санитарно-эпидемиологических правил организовал производство и продажу шаурмы и сосисок в лаваше. При этом он не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и надлежащим образом не оформил открытие пункта общественного питания. Вследствие допущенных нарушений в период с 26 по 30 июля 2019 года в Черопчинскую центральную районную больницу после посещения кафе за медицинской помощью обратились 39 человек, в том числе 11 несовершеннолетних детей с симптомами сальмонеллезной инфекции и отравления. После произошедшего пункт питания был закрыт, а в отношении незадачливого предпринимателя начались следственные действия. В ходе предварительного расследования
Он в полном объеме признал вину в совершенном преступлении, возместил ущерб причиненным пострадавшим и раскаялся в содеянном. Судом хозяину кафе назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура города Нерюнгри возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По данным проверки, работникам Нерюнгридской центральной районной больницы не было обеспечено качественное оказание медицинской помощи пациентке, в том числе не оценена тяжесть состояния при обращении за медицинской помощью и не в полном объеме проведены медицинские исследования. Прокуратура города направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан передали в приют благотворительного фонда «Азира» в городе Набережные Челны кошку, которую ранее злоумышленники пытались использовать в качестве наркокурьера. 23 октября на территории, прилегающей к исправительной колонии номер 10, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кошку в ошейнике. Из ошейника было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения, предположительно гашиш. Сотрудники правоохранительных органов передали годовалую наркокурьершу в приют. Сотрудники приюта начали искать кошки с криминальным прошлым «Новый дом». На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных ситуациях в республике, в стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей. Кристина, на этом у меня все. Спасибо, Александр. Законопроект о возрождении вытрезвителей Госдума приняла в первом чтении. Согласно поправкам, регионы получают новое полномочие создавать вытрезвители на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Особенности функционирования определит правительство страны. Предлагается прописать базовые требования к функционированию организации по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Теперь закон будет четко определять работу таких учреждений. Ежегодно с приходом холодов увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Причинами чаще всего являются грубое нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок печного отопления, а также обычная беспечность. Чтобы сократить риски возникновения пожаров, инспекторы отдела профилактики и государственной противопожарной службы ежегодно в начале отопительного сезона проводят операцию отопления. В Магане сейчас находится наш корреспондент Ульяна Шагина, которая вместе с инспекторами проводит рейд по частным домам. Ульяна, здравствуй, передаю тебе слово. Добрый день, коллеги. С началом холодов, конечно же, и началом использования различных обогревателей и печей, конечно же, для инструкторов Государственной противопожарной службы начинается горячая пора. Как раз-таки сейчас по всей республике началась противопожарная профилактическая операция отопления, где в рамках этой операции инструкторы обходят частные гаражи, обходят частный сектор и инструктируют собственников на предмет правильного использования обогревательных устройств. И, конечно же, это происходит не только в Магане, но и в других пригородах, но и в самом Якутске. Это такие пригороды, как помимо Магана, это Жатай, Тулагина, Кангаласы, Хатасы. И также я скажу статистику. С начала только этого отопительного сезона по всей республике, точнее, в этих вот пригородах уже произошло 13 пожаров. Вот такие вот цифры. Ну, а пожар, конечно же, происходит весьма, это банальные такие вот у нас ситуации. Помимо неправильного устройства обогревателей, это короткие замыкания, в том числе и в гаражах, когда собственники несанкционированно подключают обогревательные приборы в гаражах, в связи с чем и происходит возгорание. Ну и рядом со мной сейчас находится инспектор противопожарной службы Наталья Гречуха. Наталья, расскажите, пожалуйста, насколько вообще вот такие вот ситуации происходят, как часто? Ну, такие ситуации довольно часто. У нас население очень легкомысленно относится к пожарной безопасности. Поэтому в ходе поквартирных, подомовых обходов мы объясняем, инструктируем, раздаем листовки, даем рекомендации о приобретении огнетушителей, о том, что... Ну вот
помимо огнетушителей, еще какие должны быть правила для того, чтобы не происходило этих пожаров? Ну, касаемо печного отопления, то есть печь должна иметь целостность, не иметь сколов, трещин, чтобы угарный газ не выходил из печи. Соответственно, мы рекомендуем чистку труб ежегодную, возможно, и чаще, смотря чем отапливается печь. Вот. Ну, спасибо большое. Ну, а я продолжу. Как раз-таки сейчас мы находимся в одном из гаражей такого вот частного сектора. Напомню, здесь вот хозяин установил печь всего лишь 4 года назад. Как раз-таки вот эта печь установлена очень правильно. Здесь каждый год прочищается труба от сажи. Помимо этого, сама печь установлена отдельно, на отдельном фундаменте. Ну и, конечно же, здесь обязательно по противопожарной безопасности печь, между печью и деревянной стеной должен быть отступ, чтобы, не дай бог, не произошло пожара. Ну, а я отмечу, что, как признаются сами инспекторы, конечно же, очень много таких вот противопожарных проблем бывает именно вот в частном секторе. Дома бывают старые, печи старые, конечно же, очень много здесь бывает проблем. И поэтому инспекторы обходят дома, раздают листовки и, конечно же, людям говорят, что нужно делать и как правильно нужно отапливать гаражи. У меня все. Ульяна, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Ульяна Шагина. Всероссийская неделя сбережений стартовала накануне. Мероприятие проводится с 2014 года в рамках проекта Минфина России, направленного на повышение уровня финансовой грамотности населения. Основной целью ежегодного мероприятия является содействие формированию у граждан разумного отношения к финансам. Управление Роспотребнадзора по Якутии в рамках данной акции проведет Дни открытых дверей. С 31 октября по 14 ноября проводится Всероссийская неделя сбережений. Со всеми мероприятиями, которые проходят в рамках данного мероприятия, можно ознакомиться на сайте вашиfinanсы.ру. Управление Роспотребнадзора проводит Дни открытых дверей, которые состоятся 12 и 14 ноября по адресу Аюнского, дом 9, города Якутска. Республиканский центр психолого-социального сопровождения проводит месячник психологического здоровья. До 15 ноября во всех школах, детских садах и профессиональных образовательных организациях республики пройдут профилактические беседы, психологические тренинги, диагностика учащихся. Также отделение практической психологии центра проводит занятия по заявкам. Они активно работают и с особыми детьми и их родителями. Специалисты центра уже 25 лет занимаются ранней диагностикой детей с нарушениями речи, зрения и с аутизмом. Для них проводят арт-терапию и развивающие занятия. Любая арт-терапия имеет явные преимущества в работе с детьми и взрослыми, испытывающими определенные трудности, в затруднении своих переживаний, например. Есть индивидуальные консультации, пластилинотерапия есть. У нас есть сенсорная комната целая, где можно проводить занятия, например. Не только вот для детей наших, коррекционной школы, а вообще тоже по заявке, по запросу. Но заявки, конечно, дают родители. В Республиканской больнице номер 1 Национальном центре медицины начали применять новую технологию по лечению больных с аритмией с помощью холода. В эти минуты там проходит уникальная операция, где применяется данная технология. В чем ее уникальность по сравнению с традиционными методами, нам готов рассказать наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи со студией. Дима, приветствую, ты в эфире. Добрый день, Кристина. Якутские врачи научились применять холод на своей практике. Сейчас мы находимся в одном из операционных блоков Национального центра медицины, где по данной технологии проводится хирургическое вмешательство для лечения больных с аритмией. Но уникальность данной операции заключается в том, что это не только сокращает время проведения хирургического вмешательства, но и сокращает время реабилитации самих пациентов. Ну а более подробно, в чем же все-таки действительно уникальность данной технологии, нам расскажет заведующий отделением Леонид Павлов. Добрый день. Криоабляция – это методика у нас внедряется в эти дни. То есть она более инновационная методика от катетерной абляции и отличается тем, что она действительно более безболезненна для пациента, безопасна, сокращается время процедуры, тем самым снижаем мы лучевую нагрузку как на персонал,
так и на пациентов. И время реабилитации пациентов послеоперационной проходит более быстрее. На сегодняшний день мы планируем вообще в эти дни, в 3 дня выполнить 12 процедур, из которых 6-я процедура идет вот прямо сейчас. Спасибо, Леонид Павлов. Я хочу сказать, что более подробно о том, как себя чувствуют пациенты после хирургического вмешательства, смотрите более подробно в наших вечерних выпусках новостей. Кристина, на этом у меня все. Дмитрий, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Дмитрий Тымыров. Перейдем к новостям спорта. В Якутске проходит республиканский турнир по стрельбе из лука «Надежда Якутии». Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, сколько участников собрал данный турнир? Кристина, приветствую. Этот турнир собрал 211 спортсменов со всей республики. Также участвуют и наши спортсмены с нашей столицы. По окончанию этого турнира будет сформирована наша сборная, которая будет защищать честь Якутии на всероссийском турнире уже под названием «Надежда России». Но об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. В Якутске проходит турнир по стрельбе из лука «Надежда Якутии». В этом году он собрал 211 участников в спорткомплексе «Даксун». Приехали спортсмены из 10 районов республики, а также участвуют воспитанники спортивных школ столицы. Участники – это ребята 2002 по 2008 годов рождения. Спортсмены стреляют поодиночке и командой в 3 возрастных категориях. Соревнуются с классическим и блочным луком с дистанции 18 и 12 метров. Сегодня с утра проходят финалы и определятся победители. Соревнования являются отборочными. Лучшие лучники выступят на всероссийском турнире «Надежды России», который пройдет с 20 по 25 ноября в городе Великие Луки. У девушек в команде будет Павлова Алина, воспитанница училища Олимпийского резерва, Курчатова Рената, ДЮСШ-4 и Олесова Саскалана, ДЮСШ-4. У мальчиков получается Ким Радимир, он воспитанник СК «Даксун», здесь тренируется. Потом вторым идет Алексеев Берген с города Покровска. И третий из Черепчинского Улуса – это Верховцев Алгыс. В таком порядке будут выступать в городе Великие Луки. Сегодня завершился второй день 4-го тура этапа Лиги чемпионов. Результаты матчей на сегодняшний день. Бавария вышла в плей-офф, обыграв Олимпиакос 2-0. Сербская команда Црвена Звезда уступила Тоттенхэму 0-4. А российский Локомотив проиграл в упорной борьбе дома Ювентусу со счетом 1-2. Хорватский Динамо Загреб и Шахтер Донецк сыграли в ничью со счетом 3-3. Французский ПСЖ обыграл дома бельгийский Брюгге со счетом 1-0. Итальянская Аталанта сыграла в ничью с английским клубом Манчестер Сити 1-1. Реал Мадрид у себя дома разгромил турецкий Галатасарай со счетом 6-0. Немецкий Байер обыграл в тяжелой схватке испанский Атлетико 2-1. Молодежная сборная России по хоккею в овертайме уступила команде главной юниорской лиги Квебека со счетом 3-4 во втором матче суперсерии. 8 и 12 ноября россияне сыграют против сборной ОХЛ. 14 и 15 ноября против сборной ВХЛ. Команды канадских лиг одерживали победу 12 раз. На счету российской сборной 4 победы в данном турнире. Соревнования являются подготовительными к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии. Сборная России по пляжному футболу победила команду Мексики со счетом 3-1 в матче второго тура межконтинентального кубка и вышла в полуфинал соревнований. Турнир проходит в Дубае. Сборная России в группе «Б» противостоят команды Ирана, Мексики и Египта. В первом туре россияне оказались сильнее египтян со счетом 5-3. Российская команда после 2 туров набрала 6 очков и досрочно обеспечила выход в полуфинал. Мексиканцы идут на 4-й строчке, не набрав ни одного очка. В заключительном туре россияне сыграют с командой Ирана. Встреча пройдет сегодня. Соревнования завершатся 9 ноября.
Российский гроссмейстер Петр Свидлер сыграл в ничью с Пенталой Харикришной из Индии во второй партии первого раунда третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации в немецком Гамбурге и вышел в следующий раунд соревнований. В первой партии россиянин одержал победу. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя 2 раунда – полуфиналы и финал. По итогам 4 этапов Гран-при 2 лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Этап Гран-при в Гамбурге завершится 17 ноября. Министерство спорта России намерено инициировать внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте, которые бы запрещали дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности. Об этом журналистам во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице рассказал министр спорта Павел Колобков. Цитата: «Такого у нас в законе пока нет, но это необходимо принять», подчеркнул министр спорта. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Кристина, у меня все. Тебе слово. Андрей, спасибо. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Мухаплев. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 22 градуса, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В Ленске потеплело, минус 12, ветер 1 метр в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты минус 18, ветер дует 2 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 22. В Якутске прямо сейчас минус 19, ветер 3 метра в секунду. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.